Здравствуйте! Время реальной экономики, в студии Тимур Бекмурзин. Умение мыслить стратегически на перспективу – важнейшее качество экономиста и настоящего руководителя. Увы, не всем это дано. В чем исторический масштаб объединения двух крупнейших промышленных групп России, нефтехимических гигантов Сибура и Таифа? Не всякий аналитик оценит и поймет, почему 1 + 1 равно не 2, а много больше. В чем обоюдная выгода и грандиозность этой сделки, которая несет огромную пользу всем сторонам, а это не только Таиф и Сибур, но и Татарстан, Россия и в целом другие регионы страны? Что значит войти в топ-5 мировых производителей полиолефинов и каучуков? Насколько реально это сложная и в то же время грандиозная задача? Какие перспективы открываются не только перед Татарстаном, но и перед Россией на мировых нефтехимических рынках? Постараемся ответить на эти и многие другие вопросы сегодня в нашей программе. Начнем с большого, который действительно видится на расстоянии. Доля России на мировом рынке этилена – это базовый мономер в нефтехимии. Внимание! Около 2%. По производству этилена мы на 11-м месте в мире. Мы производим где-то 4,8 миллиона тонн этого продукта в год, в то время как США почти 40 миллионов, Китай почти 20 миллионов тонн в год, Саудовская Аравия 17,7 миллиона тонн в год и так далее. Все эти цифры мы привели для того, чтобы показать, какой потенциал роста у нас имеется. Еще один фактор роста – так называемый внутренний рынок, который, по оценкам всех экспертов, также имеет колоссальные перспективы. Для понимания, потребление полимеров в России составляет 32,9 килограмма на человека, а это практически в 2 раза ниже, чем в ЕС или Китае. То есть, с одной стороны, надо понимать, какой не просто рост, а по-настоящему прорыв, рывок нам нужно сделать, чтобы ворваться в 5 лидеров мировой нефтехимии. С другой стороны, это открывает новые горизонты уже не только для Таифа, Сибура и Татарстана, а всей России как мировой экономической державы. А теперь о том, почему лицом к лицу лица не увидать применительно к объединению двух крупнейших российских игроков в нефтехимии. Мы уже не раз подчеркивали, что не стоит воспринимать объединение как арифметическое сложение активов двух больших промышленных групп. Итоговый результат куда весомее, больше в разы, если говорить о так называемом синергетическом эффекте. И кроме того, нам здесь, в Татарстане, надо не забывать, о чем говорил и председатель правления Сибурхолдинга Дмитрий Конов, что в периметр сделки вошли не только нефтехимические и энергетические предприятия группы Таиф, но и все активы Сибура. Вся эта мощнейшая команда, объединенная группа компаний теперь будет работать на один общий результат. И Татарстан, несомненно, от этого много выиграет и в плане развития экономики, дополнительных налогов и социальных программ и так далее. И еще один ключевой момент. Теперь новый импульс получит и амбициозная инвестиционная программа группы Таиф в Казани и в Нижнекамске. А это реально грандиозные планы, чего только стоит новый этиленовый комплекс ПАО «Нижнекамск нефтехим». На его строительной площадке не так давно побывала и наша съемочная группа. Мы все увидели, как говорится, своими глазами, потрогали своими руками, и об этом, и не только, расскажем в ближайшие 25 минут в программе «Реальная экономика». Смотрите сегодня. Стратегический проект. Как идет строительство нового альфинового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске. Интересные подробности со строительной площадки и не только в специальном репортаже реальной экономики. Экология всегда в приоритете. Нижнекамск нефтехим пополняет популяцию ценных видов рыбы, а в парке нефтехимиков появилась каштановая аллея. Все расскажем. Представители одной из самых известных династий нефтехимиков Хадимуратовых побывали на ежегодном послании президента Татарстана к Государственному совету. О том, как это было, в нашем репортаже. Последние лет 10 точно Нижнекамск нефтехим растет и развивается в непрерывном режиме, или, как бы сейчас сказали, в режиме нон-стоп. Обновляются действующие цеха и производства, вводятся в строй новые установки и даже целые заводы. И каждому новому проекту нефтехимиков внимание особое, потому как всякий раз это новое слово в нефтехимии.
А кроме того, это еще и хороший, солидный кирпич в общем экономическом фундаменте Татарстана. Гарантия нашего благополучия, реализации социальных программ и так далее. Но даже на этом фоне проект нового альфинового комплекса ИП-600 все-таки стоит выделить отдельно. И дело не только в масштабах будущего нефтехимического производства и даже не в современных технологиях, которые там будут применены и реализованы, хотя все это безусловно архиважно. Дело в том, что со строительством ИП-600 открывается, можно смело говорить, для всего Нижнекамска и Нижнекамск-нефтехима новая эпоха. Как в производстве самой широкой линейки нефтехимических продуктов, так и в формировании новых социальных стандартов жизни нижнекамцев. Надо четко понимать, что все эти вещи неразрывно связаны, и мы еще поговорим об этом сегодня в нашей программе. А пока хочется не расплескать и донести до вас все те впечатления, которые остались у меня и всей съемочной группы реальной экономики после посещения площадки строящегося комплекса ИП-600. Это завораживает, это грандиозно, это мощно и красиво. Предлагаю и вам в этом убедиться. ИП-600 – стратегический проект уже не только для Нижнекамска и Нижнекамск-нефтехима, а для всего Татарстана и всей России. Уже сама его реализация сейчас в условиях пандемии в определенной степени победа. Есть такое понятие форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы. В 2020-м, когда фактически был дан старт проекту нового альфинового комплекса ПАО Нижнекамск-нефтехима, эти самые обстоятельства, а именно пандемия и последовавший за ней локдаун, остановили не один десяток таких проектов по всему миру. Нижнекамский теленник не встал, за что уже нужно сказать отдельное спасибо заказчику ПАО «Нижнекамск-нефтехим», входящему в группу ТАИФ, разработчику проектной и рабочей документации немецкой «Линде» и генеральному подрядчику турецкой компании «Гемонт». В самый тяжелый и ответственный момент проект поддержало руководство Татарстана и Федеральное министерство экономики. Я бы хотел поблагодарить руководство Республики Татарстан. Руслан Аркадьевич лично этим вопросом занимался. Также занималось Министерство экономики Российской Федерации. Изготовление оборудования мы размещали во всем мире. Это стало еще одним испытанием для Нижнекамск-нефтехима и Линды, поделился воспоминаниями журналистами Айрат Сафин. Даже если оборудование было изготовлено и готово к отправке, инспектора из разных уголков мира физически не могли его отправить в Нижнекамск, так как работали дистанционно. В этой ситуации объективно задержки случались и стройка страдала, однако в Нижнекамске даже и мысли не допускали о том, чтобы законсервировать строительство. По мере того, как границы открывались, прибывало крупнотоннажное оборудование, которое оперативно монтировали. Неизбежное и простое также сумели использовать с пользой. Турецкие специалисты организовали сразу несколько баз по изготовлению трубных узлов для нового комплекса. Еще одна интересная деталь, на которую мы обратили внимание – наличие большого числа контролеров с фонариками и планшетами в руках. Оказалось, это в случае с Гемонтом привычное явление. То же самое мы увидели и на строительной площадке ИП-600. Как нам позже пояснили, контроль качества на таких объектах даже не двойной или тройной, а многоуровневый. За качеством следят заказчик в лице Нижнекамска-нефтехима. Очень жестко работы контролируются на уровне внутренней службы подрядчика. Дополнительно контроль осуществляют 3 независимые частные лаборатории и Ростехнадзор. Все это позволяет подрядчику вести работы с наилучшим качеством и при этом укладываться в ранее согласованные сроки. Отставание из-за пандемии уже в прошлом, сейчас строительство комплекса идет строго по графику. На текущий момент, как мы уже сказали, установлено все крупнотоннажное оборудование. Прогресс по строительно-монтажным работам составляет 34%. В процессе выполнения работ, в дополнение ко всем процедурам, которые у нас введены правительством Российской Федерации, соответственно, они ужесточаются для того, чтобы контроль со своей стороны осуществлялся непосредственно сотрудниками, которые находятся на постоянной основе на территории строительной площадки. Находятся они у нас в красных касках, можете как заметить, специалисты по охране труда и промышленной безопасности. Непосредственно перед началом производства работ ответственный руководитель на своей строительной площадке проводит целевые инструктажи для всего персонала. Если подняться на высоту птичьего полета, хорошо заметно, что комплекс уже приобретает очертания будущего нефтехимического гиганта. Печи пиролиза, как говорят специалисты, сердце всего комплекса. 6 печей, 5 постоянно эксплуатируются, 1 в резерве. Все полностью взаимозаменяемые, высотой более 60 метров, то есть с 20-этажный дом. Их готовность приближается к 100%. Динамика и прогресс на сегодняшний день: 95% собрано металлоконструкций, основные работы завершены, смонтировано все статическое и динамическое оборудование. Здесь зарождаются те продукты целевые, которые впоследствии будут получены на комплексе. Это этилен, пропилен, бензол, дивинил. Мощность наших печей 225 тонн в час по свежему сырью. Огромная стройка, такой
Значит, Сталинград растет не по дням, а по часам. Применены все современные способы организации строительства. Наверное, если бы по-другому было бы, мы бы не смогли бы так четко отработать. Если подняться над комплексом еще выше, можно увидеть строительный городок Гемонт. Без него точно не удалось бы держать такие высокие темпы стройки. Как нам пояснили в компании, он выполняет сразу несколько функций. Здесь созданы комфортные условия для отдыха и восстановления сил работников Гемонта, а также городок – это своего рода гарантия, что жители его будут подвержены минимальному риску распространения коронавируса. Естественно, если соблюдаются и все другие антиковидные меры – маски, социальная дистанция, вакцинация. Мы обращаем пристальное внимание на то, чтобы специалисты, которые к нам прибывают, были привиты. Это один момент. Кроме того, помимо строительного городка, мы построили еще и здание на 500 мест, куда помещаем каждого, кто приезжает к нам на время карантина, чтобы не было никакого риска распространения инфекции. Отдельно на стройке проводим замеры температуры 3 раза в день. У нас есть дежурный медперсонал на постоянной основе. В плане экологической безопасности комплекс АП-600 будет уникальным. В нем предусмотрены все меры и применены самые передовые технологии для минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Так, для снижения образования окиси азота будут применены современные эффективные горелки с 2 зонами сжигания. А исключить попадание взвешенных частиц и кокса в атмосферу помогут эффективные циклоны декоксования. В составе комплекса также будут предусмотрены локальные очистные сооружения. Вода после очистки будет возвращаться в технологический процесс, снижая потребление из реки Кама. Сегодня мы идем в графике. По графику у нас окончание всех работ – это конец 22-го. И к середине 23-го года мы должны будем закончить все пусконаладочные работы, чтобы в середине 23-го года начинать уже принимать сырье и выпускать продукцию. Почему в вопросе ввода в строй комплекса счет идет даже не на годы, а на месяцы и даже дни? Айрат Сафин поясняет на простых цифрах. После того, как АП-600 выйдет на проектную мощность, он ежемесячно будет приносить в бюджет России и Татарстана налогов на сумму порядка 500-600 миллионов рублей. На эти деньги можно построить 2 детских сада мест на 200-300. Вот и считайте, во сколько может обойтись задержка даже на 1 день. И промедления не будет. Гарантии прозвучали недавно, когда было подписано историческое соглашение об окончательных условиях по объединению групп Сибур и Таиф. Теперь это общая задача и общая ответственность акционеров, коллективов, предприятий объединенной компании. Это большое преимущество профессии журналиста, что мы своими глазами можем увидеть весь масштаб этой грандиозной стройки. По большому счету, такое доступно только нам и профильным специалистам, еще представителям надзорных и проверяющих органов. Когда комплекс введут в эксплуатацию, через некоторое время на него обязательно приведут будущих юных нефтехимиков. Для Нижнекамского нефтехима это уже стало традицией организовывать такие познавательные туры на действующие производства для школьников и студентов. И это очень важно для всех. Ребята воочию знакомятся с азами будущей профессии, видят, какое внимание на предприятии уделяется вопросам промышленной и экологической безопасности. Нефтехимики привлекают молодежь в свои ряды, готовят будущую смену. Подробности в нашем следующем сюжете. Ходить согласно графика и счастливо отдохнуть на экскурсии. Все предельно серьезно. Перед экскурсией по объектам производства обязательный вводный инструктаж. После ребята 9 классов 29-й школы получают каски и направляются к обновленному КПП А2, расположенному на территории первой промышленной зоны. Модернизация КПП была обусловлена увеличением проходной способности и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии. Вот ребята уже в автобусе, где экскурсию для них проводит Эльвира Далатказина, помощник генерального директора по работе с муниципальными органами. Первым делом ребята смогли увидеть гордость Нижнекамского нефтехима аллею ветеранов. И вот вы справа и слева видите портреты наших ветеранов, людей, которые внесли значительный вклад в развитие нашего предприятия. То есть это такая своего рода почетная аллея. Первым пунктом экскурсии выступила центральная газофракционирующая установка. 31 июля 1967 года здесь была получена первая продукция.
И в честь того, что эта установка была запущена, в советское время был построен такой символический как бы памятник, стелла. Вот посмотрите. Увиденное произвело на ребят большое впечатление, а общая фотография возле первенца химкомбината стала еще одним памятным моментом в экскурсии. После девятиклассники смогли пройти в операторное подразделение, где им рассказали о сложных химических процессах, протекающих на предприятии. Вот это вот короткая схема. Широкая фракция разделяется на такие компоненты, как этан, пропан, бутан, изобутан, пентан, нормальный пентан, гексан. И вот из этих компонентов уже получают конкретные продукты, вещества, каучук, пластики, растворители различные. Следующим пунктом программы стало производство завода изопрена Мономера, который является шефом 29-й школы. Любопытные школьники с интересом слушали информацию о тонкостях нефтехимического производства из уст начальника отделения. Наш цех предназначен для очистки изопреносодержащей фракции и получения изопрена. После этого у нас изопрен уже используется в производстве синтетического каучука. Евгений Валерьевич подчеркнул колоссальную пользу таких мероприятий как для сотрудников предприятия, так и для школьников, которым в этом году предстоит определиться с выбором будущей профессии. Приезжают молодые ребята, узнают, интересуются нашим производством. Ну, надеемся, что они в дальнейшем, может быть, придут к нам работать. Ну, новые кадры нам молодые нужны. Следующим пунктом экскурсии стал завод пластиков, где ребятам показали готовые изделия из полистирола. А затем на заводе бутилового каучука школьники увидели, как происходит процесс получения брикетов бутиловых и галобутиловых каучуков, которые являются сырьем для производства автомобильных шин и резинотехнических изделий. Эта экскурсия очень была замечательная, мне все понравилось. Больше всего, конечно, мне понравилось смотреть на различные предметы, такие как такая техника, вот этот предмет. Итог экскурсии – блиц-опрос, в ходе которого ребята показали блестяще усвоенный материал. Теперь они не понаслышке и с особой гордостью смогут рассказать, что Нижнекамск-Нефтехим имеет колоссальное значение и для Нижнекамска, и для всего Татарстана. Что особенно важно, юному поколению в Нижнекамске есть с кого брать пример. И на производстве, и за его пределами. Нефтехимики работают и живут в родном городе, и забота о его благополучии, экологическом в том числе, это и их забота тоже. Зеленые легкие Нижнекамска должны дышать легко и свободно, а город должен оставаться одним из самых благоустроенных и красивых. Аллея из деревьев каштана украсила один из зеленых уголков парка нефтехимиков. Автором эко-инициативы выступил профсоюзный актив Нижнекамск-Нефтехима, а саму акцию приурочили ко Дню профсоюзов Республики Татарстан. Саженцы привезены из лесопитомника, расположенного в Набережных Челнах. Для посадки использовали 2- и 3-летние деревья каштана. Выбор на них пал не случайно, ведь эти неприхотливые в уходе деревья растут на всех видах почв и одинаково хорошо как на солнце, так и в тени. Кроме этого, каштан играет большую роль в вопросе улучшения экологических условий окружающей среды. Дерево способно очищать воздух. Мы оставляем все это будущему поколению. Мы делаем вклад в экологию нашего и так зеленого города, но еще более зеленого, для того, чтобы было желание здесь жить, работать, созидать. Принять участие в акции и внести свой посильный вклад в благоустройство родного города и охрану окружающей среды вышли десятки нефтехимиков. Люди уверены, дело это благое. Зелень, природа – это удлиняет жизнь, чистит наш воздух, и экология будет хорошая. Я считаю, что это очень хорошее дело. Если бы каждый горожанин посадил хотя бы одно дерево, мы бы жили вообще в зелени. У нас и так красивый город, и мы будем вносить свою лепту. Кроме парка нефтехимиков, молодые каштаны появились и на территориях, прилегающих к нижнекамским школам. Так, вблизи 25-й школы молодые деревья сажали всем двором, а участие в высадке молодых каштанов у стен 35-го лицея с удовольствием приняли и ученики. И причины принять участие в высадке деревьев у юных нижнекамцев веские. На территории нашего лицея 10 лет назад ветераны Великой Отечественной войны посадили каштаны. Они прижились. А теперь уже новое поколение продолжает свою традицию и снова сажают здесь каштаны. Чтобы, когда люди здесь ходили, здесь было красиво. Это важно, потому что люди должны помогать природе.
Высадка молодых деревьев стала уже доброй традицией нефтехимиков. Из года в год, каждую весну и осень работники предприятия, вооружившись лопатами и лейками, благоустраивают родной город и заботятся о его экологии. Экология – это один из основных приоритетов нашей компании, публичного акционерного общества «Нижнекамск нефтехим» и в целом группы компаний «ТАИФ». Очень много экологических проектов, которые реализованы и реализовываются. Небольшую лепту хотели внести и жители моего округа Шинниковского. Вместе с ними сегодня мы высадили деревья, чтобы украсить наш замечательный город. Отныне в Нижнекамске в парке нефтехимиков можно будет гулять по Каштановой аллее и любоваться ее необыкновенной красотой во время цветения. Мы уже не раз говорили в нашей программе, к вопросам экологии нужно подходить комплексно. Это не только современные технологии на производстве, которые минимизируют вредное воздействие на окружающую среду, но и различные экологические акции, ответственное потребление и многое другое. У Нижнекамск нефтехима в этом плане стоит поучиться. 15 тысяч штук мальков стерляди выпустили специалисты Управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамск нефтехим» в Куйбышевское водохранилище. Акция прошла в акватории близ села Бечки Тукаевского района. Как это было, расскажем прямо сейчас. С помощью специального транспорта, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы, в Куйбышевское водохранилище были доставлены мальки-стерляди. Это только первый этап работы. Всего в 2021 году планируется выпустить более 4 тонн рыбоводной продукции. Ежегодно Нижнекамск нефтехим проводит компетенционный выпуск рыбы в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия природоохранных объектов Нижнекамск нефтехим. Здесь речь идет о водозаборе, который находится на балансе ПАО Нижнекамск нефтехим и предназначен для забора воды как для нужд Нижнекамск нефтехима, так и для всего промышленного узла, а также для населения города. Процедуру выпуска молоди контролировали специалисты Управления экологической безопасности компании совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения. Здесь мы единственное, что должны соблюдать, это температурный режим, потому что рыбу везли с Московской области, чтобы, строго говоря, она нормально смогла существовать, то есть чтобы не было для нее перемены температуры каким-то там шоком, выдержать температурный режим, плавно спустить воду, чтобы не было ударов. Водозабор, находящийся на балансе предприятия, расположенный в поселке Красный Ключ, имеет эффективное рыбозащитное устройство, которое позволяет минимизировать вред, наносимый биоресурсам, но не исключает вероятность попадания личинок и молоди рыб в водозаборное устройство. В связи с этим восполнение биоресурсов для Нижнекамск нефтехима является важной составляющей природоохранных мероприятий, проводимых на предприятии. Количество выпускаемой рыбы зависит от объемов забранной воды из водоема. Второй этап выпуска мальков состоится в октябре. Времен связующая нить на Нижнекамск нефтехимии не прервется никогда. Во многом потому, что есть эта химия между старшим поколением и молодежью, между действующими работниками и юными нижнекамцами. И есть еще один важный, скрепляющий всех слой людей, который именуется как династии. Давайте мы вас сейчас с такой династией нефтехимиков и познакомим. Их трудовой стаж более 560 лет. В составе династии Хазимуратовых глава Фидаис Темирбаевич и его жена Савия Зайнуловна, их дети Гульнара и Рамиль, братья и сестры Фидаиса Темирбаевича, племянники и племянницы, зятья и снохи. Всего 23 человека. Недавно Хазимуратовы побывали в Казани, где с интересом выслушали послание президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету. Наверное, стоит задуматься об отдельной рубрике в реальной экономике под названием «Трудовые династии». Смотрим. Примером такой крепкой связи поколений являются семьи, представители трудовых династий. В их числе многодетная семья потомственных педагогов, Поповых и Зеленодольск, семья Хазимуратовых и Шишковых. Сегодня все эти супружеские пары в нашем зале. Давайте мы им поаплодируем. Теплые слова благодарности от президента стали настоящим подарком и не скрывает семья Хазимуратовых. В ноябре глава трудовой династии Фидаис Темирбаевич отмечает юбилей – 80 лет. Присутствие на ежегодном послании Рустама Минниханова для него стало настоящим событием.
Даже спать не могли сегодня ночью. Так, думаю, как бы все это удачно прошло, все хорошо. Спасибо, конечно, что у нас вот такое... Отметили всех замечательных людей. В Нижнекамск Фидаис Хазимуратов приехал в 1969 году на большую стройку. Возводили нефтехимический комбинат. Так и остался здесь, на Нижнекамск нефтехимии. Проработал 35 лет. Прошел путь от простого рабочего до руководителя. Самым главным своим достижением считает вечный огонь у монумента Победы. Зажгли его от пламени, что на Мамаевом кургане. Которые на химии работали. Сестра Загра, я, детский сад вот работал от химкомбината. Благодать совхозе, благодать химкомбината. Савия Хазимуратова, ветеран труда Нижнекамск нефтехима, отдала родному предприятию 28 лет. Супруги вместе уже 52 года. Дочь и сын пошли по стопам родителей, трудятся на градообразующем предприятии Нижнекамска. Общий стаж династии более 560 лет. В любое время там и помогут, и позвонят, и приглашают. Какие мероприятия. Супружеская пара уверена, их трудовую династию продолжат внуки. Ведь, как сказал Рустам Минниханов, их семья – пример для всей республики. Сейчас Фидаис Темирбаевич готовится к юбилею. На праздник планирует надеть костюм с наградами, в котором ездил на встречу с президентом. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век». До свидания.